Всем огромное ассаламу алейкум. Мы начинаем цикл видео, посвященных изучению татарского языка. И первый урок начнем с специфических согласных звуков, которых нет в русском. Собственно, вот эти звуки перед вами. Я их сейчас произнесу. Это у нас в, г, ж, к, н, х. Как вы видите, не все они имеют буквенное выражение. Но начнем по порядку. Итак, первый звук — это звук В, ну или W. Многим он знаком по английскому языку. В английском этот звук присутствует. В русском языке он выражается буквой В, но буквально во всех словах татарского языка эта буква читается как именно В. Только в заимствованных словах буква В читается именно как В. Например, в слове «вахта». Ну и возьмем одно татарское слово «курица». По-татарски это будет «тауак». Видите, читается как «тауак». Воздух «хауа». Далее мы с вами рассмотрим два звука, выраженных буквой «г». Это, собственно, звук «г» и звук «г». На звук «г» возьмем слово «гриб». По-татарски это будет «гюмбе». А на звук «г» возьмем слово «век». «Гасыр». На софт татарша это будет именно «гасыр», а не «гасыр», как пишется. Вот разница в этом. Ну и рассмотрим еще один пример. Слово «жизнь». «Гмыр». Далее рассмотрим звук «ж». Обычному русскому человеку этот звук, в принципе, знаком по слову «дожди». Именно в этом слове этот звук отражается. Дожди. Ж. Ж. Ну и рассмотрим примеры. Например, слово «душа» по-татарски будет «жан». Ну и слово «зверь» — «жанвар». Ну и по аналогии с буквой «г», буквой «к» в татарском языке выражаются два звука. Собственно, звук «к» и «х». На звук «к» возьмем пример слова «зала» — «кюль». «Кюль». Пример на звук «х» возьмем слово «раб» — «кхул». «Кхул». И слово «кровь» — «хан». «Хан». Следующий специфический для татарского языка согласный звук — это «н». Опять-таки, для тех, кто изучает английский язык, этот звук должен быть знаком по сочетанию двух букв, собственно, «н» и «г», «нг». Например, слово «briefing» или «casting». Этот звук отражается в самом конце. Этот звук в татарском тоже есть. Он произносится почти как «н», но не между зубами, а глубже в глотке. Еще раз произнесем его «н». И приведем примеры. Слово «мерзлый». Тун. Тун. Новый. Яңа. Яңа. Подошел черед последнего специфического, присущего татарскому языку звука. Это мягкое «х». Ни в коем случае нельзя его путать с «х» русским. Это «х». Этот звук достаточно легко схватить. Представьте, что вы пробежали какое-то расстояние, и у вас учащенное дыхание, вы так дышите. Вот этот звук, он и есть этот звук. И приведем пару примеров. Слово «воздух» по-татарски будет «хауа». «Хауа». И еще один пример. Слово «памятник». «Хейкель». «Хейкель». Ну, на этом мы разбор специфических звуков, присущих татарскому языку, закончили. Анонсирую следующее видео. Оно будет посвящено гласным звукам и некоторым мелким моментам, без знания которых изучение татарского языка продолжить невозможно. До новых встреч, смотрите видео.